продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Уфе. И мы отправляемся в бизнес-центр «Книжку» или, как теперь официально называется это здание, на фабрику будущего. Здравствуйте. Здравствуйте. Валеев Рустам, это лет. Мы занимаемся, IT-компания, занимаемся разработкой программного обеспечения и 3D-технологий. И мы занимались разработкой такого софта, который позволяет отображать 3D-образы, скажем так. Посмотрели эту технологию, увидели у нее определенный минус. Как вы сейчас слышите, шумность есть, отсутствие звука. Было время, и получается, мы отошли от этой технологии, сконструировали такое устройство, которое слева от вас размещено. На основе, получается, преломления света, добились такого результата, что позволяет отображать эти объекты, скажем так, прозрачность, они повисают в воздухе. Это наш, прототип, и технология нам позволяет вообще разместить огромную уличную инсталляцию. Представьте, там ночной город, где возникают различные информационные составляющая, реклама. Да. Представляете, например, в кабинете, вашем, например, вся стена такая, и все, кто выходит на связь, не на экране, а вот так, да? Вот так, да? Вот так. А для этого что нужно? Там видеокамера нужна, и все, сигнал переслать. Мы двигаемся вперед, эта технология, она в себя через некоторое время и искусственный интеллект будет включать это вплоть до обработки информации. Это не просто средство отображения здесь. Нами разработан сервер, который позволяет нам дистанционно этим устройством управлять. Это коворкинг, да? Да, коворкинг. Переехал со 2-го этажа сейчас на 11-й полностью. Давайте кратко тогда. Давайте, Фаридович, у нас рабочие места даже такие. И, наверное, у нас лучшая видовая площадка в городе. Как вы думаете? Да. Вот. Вон сколько детей собралось. Ой, у нас тут просто, это еще, представьте, все перевязано, еще не пускаем на площадку. Это они еще учатся до обеда. А крышу вы видите, уже видите, какая у нас. Сейчас мы зайдем в амфитеатр, у нас там и лекторий. То есть мы тоже привели. Так. Здесь тоже рабочие места. Это рабочие места, это же рабочие места для отдыха, мне кажется. Нет, сидят ребята. Это повернуто на ту сторону, они сидят, работают. работать, так и должны они работать. Это общее место для... Причем, если говорить о резидентах, пришли сначала, например, один человек пришел, и постепенно... А какие здесь, сколько денег вы берете? 3000 рублей в месяц, 350 рублей в день. 350 в день, либо 3000 в месяц. А что даете за эти деньги? Это рабочее место непосредственно, пользование общей кухни, это чай, кофе, печенье, туда все входит. Печать, техника, пользование всей техникой. Переговорные... Интернет? Интернет, конечно, здесь 100 мегабит везде. Юридический адрес не даете же? Юридический адрес даем здесь. Тоже Мы на фабрике будущего даем юридический адрес, да. То есть, в принципе, человек может прийти, создать предприятие, правильно? Мы сейчас расскажем примеры. Приходит один предприниматель. Один Евгений. Один пришел сначала еще на 2-м этаже, когда мы работали. Сейчас у него 4 человека. Уже они вместе работают, да? Объединились, да. А какая сфера деятельности у них? IT, разработка сайтов, реклама. Понятно. В основном IT-направление. IT, да? Тоже один самый старый президент, он на 2-м этаже сидел, а в том числе бизнеса Рустам занимается. Ребята, например, они работают вообще в московской компании «Работодатель». Им здесь удобнее работать, потому что... Ради Фаридович, посмотрите, какие решения у нас даже стандартные для переговоров. Я вам просто хочу предложить присесть и оторваться от земли. Может быть, вы примете решение и так будете проводить. Да. Беляев садился, все нормально, не пахнет. То есть даже ощущение другое. Да. Скажите, что это? Ради Фаридович, это же не рабочая тогда обстановка. Тут заснуть можно просто. Не заснуть же. Чтобы не слетело на голову. Вообще, на самом деле, прямо очень... Нет, это другое восприятие даже реальности.
И, ну, у вас какая сейчас динамика вот, посетителей? Растет? Сейчас растет. Растет, да? Мы просто с 1 сентября только снова восстановились. А вот здесь в Конечно. фабрике коворкинг один или еще где-то есть? Сейчас мы покажем, да. Это один Это блок. весь этаж. Весь коворкинг, Весь. весь этаж. Весь этаж. А здесь уже более стационарные места. Здесь работают командами ребята. И есть, например, тоже вот один из таких кейсов, как можно сказать, то, что когда один человек пришел, индивидуальный предприниматель, и уже стал работать вместе с командой. То есть поэтому здесь ближе. Здесь для командного обсуждения? Ну, Да, это как что-то переговоры, что-то там обсудить, тоже переговоры. решение. Уже ребятам можно не уезжать из Уфы. Есть вот такие креативные места, где... Такие люди будет еще круче. Ну, понятно. Ну, понятно. Надеюсь. Теле, фотозона, то есть блогеры могут здесь что-то привести. То есть можно пройти и Да, там... да, это все входит также в стоимость. И, соответственно, кухонная зона. То есть пользование полностью все входит в стоимость. То есть этим все пользуются наши резиденты. Чай, кофе, это полностью зерновой. То есть, Здорово. зона отдыха. Проводят, потому что тоже в Уфе нет таких локаций. То есть сюда допускали студентов в УГНТУ, чтобы они привыкали здесь находиться, лекции проводят, то есть, причем самых известных вот, приглашаем лекторов. Здесь представлены работы, которые связаны с разработкой документов территориального планирования республики, городов, агломераций. И в данном случае есть программа развития города Ишимбай, Крымской агломерации Ишимбай. Мы рассматриваем как обязательные условия развития города Ишимбай в системе Крымской агломерации, Южно-Башкортостанской, потому что отдельное рассмотрение этого города, оно будет как бы не совсем правильным, и будут рассредоточены ресурсы, которые внедряются в эти города. И здесь предложены различные сценарии, в рамках которых Ишимбай придается зеленой столице Южно-Башкортостанской агломерации и рассчитано все-таки на большей степени на экологической программе развития. Это наша СУНИ, база практики на Павловском водохранилище. Просто наша кафедра архитектуры и кафедра дизайна, туризма, они тоже занимаются. Давайте, может, сразу пройдем, чтобы они тоже пару слов сказали. Это не просто теории там, и то, что планируется сделать в будущем. Это, по Кушнаренко уже сделано там объект. Вот вы до финансирования, в том числе, там на парк выделяли. Это как раз вот результаты трудов так совместно. Нам очень важно взаимодействовать с органами госвласти по развитию городских пространств и развитию туризма. Вот, Ольга, буквально минуту. Меня зовут Ольга Харитинова, я старший преподаватель кафедры туризма, гостиничного и ресторанного сервиса. В научно-образовательной деятельности нашей кафедры мы опираемся на 17 основных целей устойчивого туризма ООН обозначенных. И у нас сейчас 3 целевых стратегических направления. Это электронная коммерция в туризме, организация бесконтактного сервиса и роботизация средств размещения. Мы сегодня хотели вам показать, мы прототипируем сейчас, занимаемся разработкой маркетплейса услуг индустрии туризма и гостеприимства Республики Башкортостан и планируем реализовать интеллектуальный подбор услуг под конкретный пользовательский профиль для того, чтобы выводить для гостя, для местного жителя именно те услуги, которые были бы ему интересны и удовлетворили бы его спрос. То есть мы сейчас уже работаем над созданием прототипирования. И вот умный подбор, основная идея – это сбор данных через социальные сети о пользователе. Но если пользователь, например, не может нам предоставить, то простым тестированием мы бы могли определить, к какому типу туристов он относится. Это гастроэнтузиаст, у нас есть 4 типа: активный турист, предпочитающий спортивные увлечения, любитель традиций или ценитель природы, те, кто увлекается экологическим туризмом. И под их, получается, профиль мы бы подбирали различные концепции путешествий или собирали бы туры. То есть здесь мы бы размещали туры как от туроператоров, и точно так же бы система самостоятельно формировала бы пакеты из отдельных услуг экскурсоводов, транспортных компаний, то есть именно под параметры, которые бы заводил турист. Спасибо большое. Интересно.
Мы же сейчас вышли в финал акселератора «Малые города для малого бизнеса» на примере Гидели. И мы их взяли прям очень круто. Вот все в таком восторге приехали, потому что мы делаем именно акселерацию для таких вот, ну, умных. Это оси нам делали. Да, Сначала зам Чупшева же. Ну, в общем, вот Вообще, у нас... если сделать Гидель центром, где вот, знаете, будет беспилотные такси и так далее, они готовы попробовать. Здесь у нас каток. Всесезонный под этим. Где? Вот, под травой. То есть летом просто мы накрываем сверху, но можно и летом пользоваться. Так. Синтетический каток. Вот в смысле, а летом? Ой, зимой как будет? Тоже. Ну, вот сейчас мы положили траву, внизу Так. синтетический каток. Можно и сейчас кататься. Ограждение. Вот. Ограждения, коллеги, я вчера вернула их, потому что их сделали неудачно часто и терялся вид. Понятно. Мы сделаем пошире, конечно. То есть вот здесь можно будет на коньках Да. кататься? Ну вот можно посмотреть тоже там лекторий, причем он полноценный лекторий. То есть мы делали реконструкцию крыши, вот, полностью ее перебирали, прошли все экспертизы, то есть сложный был такой А проект. это там еще ремонт идет, да, ремонт там? Мы стекла часть заменили, сколько хватило. То есть и стекла тоже поменяли, да? Частично. Здесь, соответственно, экран. И вот здесь планируем проводить, как на ВДНХ в Москве, летние и кинотеатры, черно-белые фильмы. Ух ты, здесь экран, да? Да, экран отличный, причем ну, вот по качеству такой тоже специально заказывали. И очень хорошо в пандемию, да, это социальная дистанция. Ага. Мы тоже шатрового типа смарт-юрка. Ну, Ради Фаридович, смонтировали только вчера вечером, поэтому электричество сейчас. А это, Римма Юрьевна, каток только вот эта полоска? Вот или... вся, нет, каток вот вся, или здесь нет. Отсюда вот хорошо, а так там снизу чуть-чуть высоковато, а здесь отлично. Я не очень понял, тут искусственный лед, да? Да, То есть сворачивается да, трава да. и катается. Да. Ну вот, например, когда Когда вы собираете? Мы хотели просто красивое открытие сделать катка. Где-то там, 1 ноября, например. То есть и вот здесь вот будут Да. проходить. Тут у нас вот в этот А каток где? Здесь тоже каток Нет, был? здесь. То есть вот только вот, Да, вот так. такой небольшой узкий, да? Ну, а он и должен длинный быть. Ага. Мы посмотрели московские примеры. То есть у нас здесь в ограждении лампочки предусмотрены, вот чтобы вот такое настроение делать. То есть площадка востребована. в общем. Ну, видите, у нас почему батуты вообще самая популярная оказалась история. То есть, в принципе, вот это вся, за исключением Ростехнадзора, здесь это все фабрика всё, будущего, да? Все, резидент мы уже и потихонечку ремонты делаем других. Вообще оказалась коммерчески выгодная история. Мы Ну, даже то есть вы ожидали. начали зарабатывать даже, да? Да. Но то, что зарабатываете, надо вкладывать дальше, чтобы... Да, мы так, конечно, Ага. Ради Фаридович, рада вас приветствовать на площадке. Я являюсь руководителем регионального развития фонда Сколково и также курирую проект по созданию технопарка высоких технологий IQ-парк в городе Уфа со стороны фонда Сколково. Сейчас у нас с коллегами проходит здесь очно-заочная пич-сессия. Мои коллеги подключены по прямому эфире. Таким образом, у нас ведется пич-сессия, проекты региональные. Это первые их шаги. Я очень рада рассказать вам, что наш форум, который вы в прошлом году посетили первый раз, в этом году будет проходить как в офлайн, так и в онлайн формате с 19 по 21 октября. Мы вас ждем с официальной делегацией на стенде технопарка высоких технологий Республики Вот так, Башкортостан. Да, отдельно. Я могу сказать, что это уникальная возможность для региона, потому что все остальные регионы представлены только со своими стартапами, а нам совместно с Госкомитетом, как передовым центром инноваций, удалось согласовать размещение данного технопарка. Это вообще, в принципе, в истории открытых инноваций впервые, что технопарк выставляется отдельным стендом. Выше жирафа могут быть только высокие технологии в республике. Здесь группа экспертов развита в составе двух частей. Первое, действующий предприниматель, который готов инвестировать. Здравствуйте. Дмитрий Валерьевич, директор института архитектурного строительства. Мы на ВДНХ с детьми Полторы встречались. минуты. Ради Фаридович, здесь у нас прошло соучаствующее проектирование набережной. Включите, пожалуйста, картинку набережной. У нас две группы. Здесь бизнес-клуб Таратау у ГНТУ. Вот первый стол – это предприниматели действующие. Дальний стол – это предприниматели будущего. У нас выполнено проектирование, такой мозговой штурм
и можно подойти поближе, тихонько порог. Что где должно быть, да? Что где должно быть? Бизнес побывал с двух сторон. Бизнес, который зарабатывает деньги, и бизнес, который потребляет. Что бы люди хотели здесь получать, какие услуги. И у нас здесь вот очень-очень разные запросы. Студенты написали, что здесь нужна студенческая работа. И вот стикеры синенького цвета – это зимняя активность. Стикеры оранжевого цвета – это летняя активность. Желтенькие, зеленые – это все сезонные стикеры. Три запроса. Даже не думал, что там можно сделать. 3 запроса на фуникулеры. И вы знаете, что удивительно, что под Салаватом Юлаева просят внизу ледовый городок. Хорошую зимнюю ледовую активность. Это удивительные совершенно вещи. И у нас для вас есть по результатам работы первая аналитика. Можно включить слайд с аналитикой? Это очень интересная история. Кафедра архитектуры, Юлия Викторовна, профессор кафедры, вела мозговой штурм. Вы знаете, это практически горячий пирожок, потому что собрался бизнес. И здесь инфографика, за что бизнес готов, что называется, встать к расстрельной стене. То есть это то, что он готов вкладывать в контексте устойчивого развития. То есть им был предложен опросник, и те основные проблемы, которые есть на набережной, они здесь были отражены. Первое – это, естественно, дисбаланс природного и антропогенного. И было сказано, бизнес, что вы видите в рамках своей эффективности, как увеличивать природную активность. Смотрите, самое большое – это что? Эко-добавки в инфраструктуру и сервис. Я То есть буду за счет... читать. Да. Дальше, следующая проблема. Следующая проблема связана с тем, что река отчуждена. Просто уникальная как бы история, но нет контакта, нет выхода на реку. Что предлагает бизнес в рамках своей эффективности? Посмотрите, самая большая диаграмма – это отдых, что? Активный отдых. Активный отдых. То есть убирается активность. И созерцание. Да. Но созерцание, видите, меньше. Чуть меньше. То есть активность. Активно с водой взаимодействуем. Всесезонно. И, наконец, третье, оно связано с тем, что наша набережная, она должна быть достопримечательностью. Она является, но она унылая, господа, давайте признаемся. Так вот, в рамках бизнес своих проектов, как представляли бизнесмены превращение набережной в сердце, в достопримечательность яркую. Посмотрите, здесь очень интересно. Посмотрите, гигантская инфографика связана с чем? Уникальные условия для объединения создания горожан. сообществ. Для Совершенно создания верно. сообществ. Место, где люди встречаются. И совершенно по нулям уникальное коммерческое предложение. Есть интересно, что уникальная архитектура, но самое главное создание условий для уникальных сообществ. Тех, которые будут любить этот склон, будут любить эту набережную. Спасибо. Это очень интересно. Спасибо. Да, у меня какая просьба. Я же создал при себе такую, я ее не институализировал, но она такая рабочая группа у меня есть. Я ее сам возглавляю. Она, по сути, рабочая группа, чтобы вдохнуть жизнь. Я примерно как вы мыслю, потому что я понимаю, бетон есть, асфальт есть, дорожки есть, сейчас надо туда вдохнуть жизнь. Ровно это. Секретарем этой комиссии является, потому что все-таки мы видим здесь не 0, а побольше коммерческой. Мы пригласили Александра Николаевича Даска Антонова. Вот он как раз там рестораны и прочее. Но как раз вот этого взгляда мне не хватало. Я попрошу вас, может быть, Олег Александрович, я отправлю вам письмо. Дайте мне несколько человек, в том числе и молодых, потому что это рабочая группа, она творчески будет. Я периодически ее буду собирать. Вот скоро на следующей неделе я уже соберусь. Просто мы тоже, как вы, творчески порассуждаем, какой должна быть набережная теперь. Потому что, еще раз говорю, там работы в основном закончены, туда вдохнуть жизнь надо. И мы уже рассуждали, там нужно как минимум 2 катка. Там действительно фуникулер, мы думали. Мы считаем, что там несколько ресторанов должно быть. Все-таки рестораны, причем определенно. Один может быть какой-то дорогой, а такие перекусы должны быть. Там все другие вещи, там туалет, пункт полиции, медпункт тоже есть. Но там, в общем, есть огромный потенциал для творческого решения. Как вам бизнес-центр «Книжка»? Такое чувство глубокого удовлетворения, как говорят, потому что мы, наконец, создали это. Это первый, единственный пока в республике фабрика будущего. Это средоточие инноваций, коворкинг-центров, молодежи, детей творческой. Вот то, что мы хотели, центр. Но это, здравствуйте, это только... Только начало. Да. Спасибо.